В канун Нового года мы побывали в гостях у замечательной, дружной, приемной семьи Павловых. Оксана Алексеевна и Александр Иванович – родители 18 приемных и 4 родных детей. В их большом уютном доме всегда царит атмосфера тепла и семейного счастья. Герои нашей сегодняшней передачи – приемная семья Постниковых. Виктория Валерьевна несколько лет назад вместе с 2 родными дочками переехала в Якутск из Хандыги. Наша большая семья, тут еще не все члены семьи. Старшая дочь живет уже отдельно своей семьей, вторая дочь студентка, сейчас работает, ушла уже на работу. И вот у нас наши любимые 6 мальчиков. Сейчас они сами могут представиться. Меня зовут Арсен, мне 12 лет, я в 5 классе. Меня зовут Богдан, мне 10 лет, я учусь в 3 классе. Меня зовут Элнест, мне 8 лет, я учусь в 2 классе, школа номер 12. Меня зовут Артур, мне 10 лет, я учусь в 4 классе номер 12. Тоже? Меня зовут Эля, мне 6 лет. Меня зовут Антон, мне 7 лет. Я учусь в 1 классе А. Я родом из города Екатеринбурга. Прилетел сюда, в холодную Якутию, и мне здесь понравилось. Сергей давно мечтал всю жизнь о большой дружной семье. И так получилось, что мы в прошлом году встретились и теперь живем дружно. Как будто мы всю жизнь всегда были все вместе, хотя время небольшое, получилось. В прошлом году только у нас Артур, Арсен, в семью попали, и мы живем, и как будто мы всю жизнь вместе были, прям сразу, как будто мы одна семья. Как вам пришло решение стать приемной мамой? Дело в том, что я по образованию сама педагог-психолог, социальный педагог. Всю жизнь я работала в детских учреждениях, работала в общеобразовательной школе, начинала свою трудовую деятельность. Потом, работала в социально-реабилитационном центре социальным педагогом. Потом, когда обстоятельства сложились, я уходила, работала в УФМС России. Потом все-таки вернулась к детям, не смогла жить без детей и устроилась уже работать в детскую школу искусств. И потом стала там директором, там проработала 7 лет директором школы искусств. Это в родном Тампонском районе, откуда я родом. А потом так получились обстоятельства, что дочкам надо было учиться здесь, в городе, поступать, учеба. И мы переехали сюда, в Якутск, в 2017 году. И я устроилась в социально-реабилитационный центр тоже для несовершеннолетних. Здесь, в Якутске, он в Мархе находится. Там я работала воспитателем. Был маленький мальчик, Антоша. Он был маленький, ему было 4 годика, и его постоянно все обижали, он там плакал, и он все время у меня на руках был, мы с ним ходили, он меня я заходила, он на меня запрыгнет, и все, и мы с ним так ходили. Потом я узнала, что в детский дом отправят, я уже переживала, долго думала, месяц думала, и потом все-таки сказала своим коллегам, что я не смогу, чтобы его, с ним расстаться, и стала морально готовиться в семью. А потом узнала, что у Антона есть брат Богдан, и уже стала готовить на них 2 документы, и в январе 2018 уже я их взяла в семью. Мои мальчики, мои родные сыновья, и вчетвером они очень хорошо поладили. Потом я подумала, что я бы могла еще взять, и подала заявку в базу данных детей, и потом мне предложили, что, оказывается, в социально-реабилитационном центре, в моем родном, что есть тоже 2 прекрасных мальчика,
Арсен и Артур. Тоже сразу прям детки мои очень хорошо приняли, они сразу подружились. Мы занимаемся ездовым спортом вот, на собачьих упряжках. Я сама стала заводчиком якутских лайк и сибирских хаски 9 лет назад. Наши щенки очень пользуются спросом за рубежом. У меня очень много поколений уже, там внуки, правнуки, вот во Франции, в Италии очень любят эту породу, да. На Украине, в Казахстане, да, вот почти по всему земному шару наши собаки очень ценятся. Собаки – главная страсть семьи Постниковых. Мальчикам доставляет огромное удовольствие катание на собачьих упряжках. Благодаря мастерству и увлеченности Сергея они не сидят без дела. С помощью специального станка сделали снежные кирпичи и построили домик. Такие совместные дела еще больше сплачивают семью, и сразу видно благотворное влияние мужчины на подрастающих мальчиков. Сергей, а как у вас складываются отношения с мальчишками, расскажите? Как у нас складываются отношения? У нас замечательно складываются. Все друг друга уважаем, ценим, не деремся. Очень любят Сергея вообще. У приемных мальчиков много увлечений. Они находят время как для занятий спортом, так и для интеллектуальных хобби. Вот самый маленький – это велоцираптор. Вот такой он маленький. У него были вот такие когти, чтобы пронзать ими свою жертву. Он был достаточно умный, и, как вы видели, в парке юрского периода он даже смог открыть дверь. Богдан, это твое самое главное увлечение в жизни, да? Да, А в будущем ты бы кем хотел стать? археологом. Это вот моя медаль, первое место по летнему ездовому спорту на собаках. Я занял первое место. Вот этот диплом еще, и вот медаль. Второе – это третье место по тоже ездовому спорту. Зимой. Зимой уже. И вот мои фото. Ну, я тут, правда, не один, а с братом Эрнестом. Вот, это я ехал. Это наша собака Астик. Ему он уже старый. Он у нас на улице живет. Это вот тоже Эрнест катался. Вот я. Артур, расскажи о своих увлечениях. Я люблю готовить, маме помогать. И еще я хочу, когда вырасту, я буду поваром. Был конкурс видеороликов национальных блюд. И я приготовила русские пельмени с мамой. Мне дали эти наушники, подарили за этот конкурс. Я люблю делать что-нибудь из бумаги, например, там рисовать, заниматься спортом. А вот это что у вас такое лежит, расскажите. Это календарь. Этот календарь давным-давно мама придумала для своего сына, потому что каждый день он спрашивал, когда будет Рождество. Она придумала 24. Она сделала таких 24 календаря, и каждый день он выполнял. Только у меня тут не 24, потому что мы выполняли уже эти задания. Мы берем вот так вот бумагу, тут открываем. Тут есть задание. Мы должны выполнить задание. Вот тут задание посмотреть семейный фильм вместе с родителями. Потом, если мы выполняем это задание, мы получаем за это конфеты. И мы выполняем эти задания каждый день. А наша мама, она очень хорошая, очень добрая. Она нам всегда помогает, всегда в трудную минуту поможет. Она нас всегда понимает. Всегда то, что мы не знаем, она нам объясняет. Приемные семьи становятся родными для детей, оставшихся без попечения родителей. Для меня, конечно, большое уважение
И просто огромная благодарность тем семьям, у которых вот по 10-15 приемных детей. У них там, я знаю, вот наши соседи Павловы, да, у них там уже второе, третье поколение детей, там внуки пошли. Вот я тоже надеюсь, что у нас тоже будут потом внуки, правнуки. Виктория Валерьевна – человек с открытой душой и добрым сердцем. Благодаря ее радушию и бескорыстию мальчики получают то, чего были лишены их биологическими родителями. Фонд «Дети Саха-Азия» вручил семье настольную игру и книгу для мам и пап. Общение с приемной семьей Постниковых оставило у нас самые светлые чувства и еще раз подтвердило нужность приемных семей. Мы поздравляем все приемные семьи нашей республики, а также всех телезрителей с наступающим Новым годом и желаем, самое главное, крепкого здоровья и благополучия. Знакомьтесь, Сандал. У меня 9 лет, я учусь в 3 классе. Я люблю читать и писать. Я хочу быть археологом. Я люблю есть, спать и хочу учиться. Мальчик способный, с отличной памятью, хорошо танцует, хорошо читает стихи, участник многих школьных, городских, республиканских конкурсов, имеет грамоты и дипломы, да? Он любит читать стихи, любит выступать, не боится. Очень активный ребенок. Это мои грамоты. Это диплом, 1 место в конкурсе 10 чтецов. Это грамота, 2 место, а ну-ка, мальчики. Это мой проект «История шашек». На земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него служба была маленькая, и маленький очень портфель. Получал зарплату маленькую. И однажды, прекрасным утром, постучалась к нему в окошко. Небольшая оказалась война. Автомат выдали ему маленький. Сапоги выдали ему маленький. Каску выдали маленький. И маленький по размерам шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, вырубить парня в полный рост.